Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракату. Если у конкретного человека отобрали силой землю, дом, участок, вот здесь нету никакой разницы, сколько времени пройдет и сколько поколений сменятся. Никакой разницы нету. Вот то, что было взято силой, необходимо вернуть или хозяину, если он есть, или же наследникам этого хозяина. Допустим, вот государство силой выселяет какой-то народ, отнимает у них дома, землю и отдает вот эти дома и землю другим людям. Допустим, проходят года 100, 200, 300 лет. Здесь абсолютно никакой разницы нету. Те люди, которые взяли вот чужие дома, земли, они должны знать, что это им не принадлежит. Аллахи, Аллах Субханаху ва Тааля не будет принимать их поклонения, если они, зная, понимая, осознавая все это, вот сидят в чужих домах. И точно так же строго мы должны относиться к общим джамаатовским землям. То есть никто не имеет права забирать, отбирать, захватывать чужие джамаатовские земли. И от того, что кто-то сделал документ, получил зеленку, это сути дела не меняет. Если ты эту землю не получил, исходя из решения шариата, исходя из решения религии, то от того, что у тебя есть какие-то документы, абсолютно это не смягчает запрещенность данного действия. В судный день, естественно, такой человек будет отвечать перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Также бывают некоторые люди, которые захватывают вот так чужие места, строят там мечеть, и исходя вот из этой мечети пытаются как-то вот это свое дело, ну, скажем так, уладить. Аллахи, такими действиями мы не сможем обмануть Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Мечеть — это отдельный вопрос. А то, что кто-то захватывает чужую землю, это вообще отдельный вопрос, который вот прямо противоречит сути вот той мечети, которую он построил.